Здравствуйте, ребята. Садитесь. Ребята, прежде чем начать наш урок, давайте мы с вами поднимем себе настроение. Начнем с игры, которая называется «Доскажи словечко». Я буду говорить слова, а вы будете говорить второе слово. Понятно? Да. Так, например, я скажу: зайчик, побегайчик, лисичка, Сестричка. петушок. Золотой петушок. Хорошо. Мышка, Наружка. летучий, Корабль. корабль, темный. Лес. Хорошо. Добрый, Молодец. молодец. Чистая. Поле. Хорошо, молодцы, ребята. Вот с вами мы немножко подняли себе настроение. Ребята, кто мне скажет, какой речью мы с вами сейчас пользовались? Какой речью мы пользовались сейчас, Руслан? Устную речь и О. письменную речь. Разве? Нжу? Устную речь мы пользуем. Молодец. Мы сейчас пользовались устной речью. Что мы делаем, когда мы говорим устную речь? Оля? Пишем, читаем и слышим. Мы что делаем? Слышим и Читаем. произносим, да? Хорошо, садись. Ребята, цель нашего урока. Сегодня мы должны на уроке узнать, дать определение фольклору, что такое фольклор, рассказать и привести примеры устного народного творчества. Ребята, дома вам нужно было узнать, что же такое фольклор. Кто узнал? Ну-ка, Улья. Фольклор – это произведение устного народного творчества, передаваемое из поколения в поколение. Умница, хорошо. Ну-ка и мне. Что же такое фольклор? Фольклор – это произведение устного народа творчества из поколения в поколение. Передаваемый из поколения в поколение. Хорошо. Кто еще? Ну-ка, Даша. Фольклор – это устное народное творчество, передаваемое Из поколения. из поколения в поколение. Хорошо. Ребята, молодцы. Ну-ка, давай, Эдик еще одну скажет нам. Фольклор – это устного народного творчества. Это произведение устного народного творчества. Ребята, теперь посмотрим сюда все. Вот, ребята, смотрите. Ребята, это фольклор, это произведение устного народного творчества. Ребята, устное означает из уст в уста, то есть без записи слов. Да, ребята? Особенностью фольклора, ребята, является коллективное авторство, поэтому его называют творчеством народа. Ребятки, а кто еще знает, что относится к фольклору? Кто мне скажет? Ну-ка, Руслан. Загадка, пословица, считалка. Хорошо, молодец, так или нет? Загадка, пословица, считалка, небылица, сказка. Умница, хорошо, Узлен. Что относится? Сказки. Считалка. Хорошо. Сказки. Хорошо, Ясмин, что относится к устному народному произведению устного народного творчества? Говори. Считалка. Так, еще. Так, садись, хорошо. Оля, что относится к произведению устного народного творчества? Загадки, пословицы, считалки, легенды, мифы, сказки. Очень хорошо. Молодцы, ребята. Так, следующее. Ребята, смотрите, вот виды фольклора. К фольклору, как вы сейчас сказали, относятся у нас пословицы, потешки, скороговорки, сказки, небылицы, былины, заклички. Это, ребята, у нас виды фольклора. Дома, ребята, было вам нужно приготовить, да, пословицу, загадку. Ну-ка, Дашуля, что ты приготовила? Я приготовила загадку. Говори. Золотой и молодой, за неделю стал седой, а денечка через два облесела голова. Спрячу-ка в карманчик бывший. Что это, ребята? Одуванчик. Правильно, ребятки, это одуванчик. Так, кто еще загадку знает? Ну-ка, Махабат, давай громко. Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня. Так, что это, ребятки? Кто знает? Так, что это у нас? Нет. Это что у нас? Махабат, ну-ка, скажи. Это у нас что? Красиво. Крапива, ребята, это жгучее растение, которое называется крапива. Так, Филипп, хорошо. Он меня кусал. Не
кусал, обжигал. Да, руки на партии у нас, ребята. Ты везде нагреваешь, ты усталость и не знаешь, улыбаешься, горбонься и зовут тебя все. Что это? Солнце. Солнце, правильно. Ну, бабуля, свою загадку. Когда учитель растаял на школе, доске следы оставил. Так, что это? Правильно, ребятки, молодцы. А кто знает пословицу? Ну-ка, Айару? Утро вечером мудренее. Хорошо, утро вечером мудренее. Так, Руслан. Сейчас мы скажем считалочку. Ну-ка, Илью. На добрый привет, добрый ответ. Жизнь дана на добрые дела. Счастье и труд рядом живут. Умница, очень хорошо. Ну-ка, Муслим. Испугались медвежонка, ёся жихой, и снежонка, стрижихой, и снежонка. Так, хорошо, Руслан. Так, хорошо. Ну-ка, Махалат. Грамоте учиться всегда пригодится. Умница, очень хорошо, ребятки. 7 бед, один ответ. 7 одного не ждут. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ребята, очень пословицы делятся по темам. Они бывают про родину, про семью, про труд, про учебу. Например, нет краше родины нашей. Родная страна – мать, чужая мачеха. Тот герой, кто за родину горой. Ребята, вот сейчас нам Даша и девочки сказали загадки, да, ребятки? Что такое, ребята, загадка? Загадка – это хитрое описание предмета или явления. Посмотрите, сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуйте ее отгадать. Руслан. Крашеная коромысла через реку повисла. Что это? Очень хорошо, молодцы. Шел долговяз, землю увяз. Молодцы, очень хорошо. Ребята, все дети еще с удовольствием читают что? Скороговорки, да? Скороговорки нужно как произносить? Это нужно произносить быстро, да, ребята? На дворе трава, на траве трава. Кто мне быстро произнесет? Ну-ка давай, Озлим. На траве трава. На дворе трава, На дворе трава, на дворе трава. на траве трава. Ну-ка быстро, Бабуля. На дворе трава, на траве дрова. Хорошо, Даша. На дворе трава, на дворе, На траве. на траве дрова. Хорошо, очень хорошо, ребята. Трава. Ребята, а мы еще знаем, что такое сказки. Любите ли вы сказки? А? Ребята, любим сказки мы? Да. Сказки, ребята, это рассказ о вымышленных, небывалых историях. Ребята, любая сказка состоит из 3 основных частей. Первое это у нас зачин. Там говорится, начинается со слов «жили-были» или «в некотором царстве», «в некотором государстве». Второе это у нас содержание сказки, то есть там пишется основная часть. И третье, ребята, окончание, то есть живут-поживают они, добра наживают. Вот это у нас окончание сказки. То есть, ребята, любая сказка состоит из 3 основных частей. Кто знает сказки, ребятки? Ну-ка назовите название сказок. Кто назовет? Какие сказки мы знаем? Колобок. Колобок, еще. Лиса и петушок. Хорошо. Так, Даша, какую ты сказку знаешь? Репка. Хорошо. Так, еще какие мы сказки знаем? Больше не знаем сказочки? Так, Руслан. Про волка сказки. Серого волка. Вот наши любимые русские сказки. Какая первая сказка? Хорошо. А эта сказка? Про гей кто? Петух. Так, а это какая сказка? Колобок. Следующая сказка? Молодцы, ребята. Также мы, ребята, к произведениям устного народного творчества относятся потешки и прибаутки. Потешка, ребята, это небольшое стихотворение из 2, 4 или 8 строк. Эти красочные, яркие словесные картинки, они составляют мир повседневных впечатлений. Вот такая потешка, например. У Аленки в гостях 2 цыпленка в гостях, петушок в сапожках, курица в сережках. Ребятки, всем это что такое считалка, ребята? Детская считалка – это короткий рифмованный стишок, который определяет ведущего. Ребятки, кто знает считалочки? Так, ну-ка, Саймон, давай.
Громче. Раз, два, три, четыре, пять. Будем заново считать. Хорошо. Кто еще знает? Ну, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Нам друзей не сосчитать, а без друга будет туго. Выходи скорее из круга. Хорошо. Кто еще считалку знает? Ну, хорошо. Считаешь? Считалку знаешь? Так, Руслан. Раз, два, три, четыре, пять. Пальчик смешу. Погулять. Хорошо, садись, Уля. Раз, два, три, четыре, пять. Будем заново искать. Хорошо. Ребятки, посмотрите. Вот я вам прочитаю одну такую считалочку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Но охотник не попал. Серый зайчик убежал. Вот такая у нас считалочка. Ребятки, все мы любим сказочки, да? Сейчас мы с вами, ребята, вот посмотрите на меня, на картинку. Что мы здесь видим? Кого мы здесь видим? Что это у нас? Репка. А это? Дедушка. Девушка. Собака. Кошка и мышка. Значит, мы будем про какую сказку мы сейчас будем рассказывать? Правильно, ребята. Это русская народная сказка «Репка». Сейчас мы будем ее инсценировать. Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая. Стал дед тянуть репку из земли. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка. Бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. Жучка. Фу-фу. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Кошка! Мяу-мяу. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянули. Это была русская народная сказка «Репка». Ребята, мы сейчас с вами все посмотрели, как наши детки нам показали русскую народную сказку «Репка». Понравилась вам сказка? Да! Давайте поаплодируем. Молодцы! Всем, ребятки, спасибо. Ручки на карте. Ребятки, а теперь я вам говорила дома узнать, что такое синквейн. Прием синквейн. Кто выучил, ребята, что такое синквейн у нас? Ну-ка, Махабат. Громко. Синквейн – это краткая характеристика темы или предмета из 5 строк. Она составляется по определенным правилам. Умница, молодец. А теперь, ребятки, посмотрите, что такое синквейн, нам сейчас сказала, да, Махабат? Синквейн, ребята, это краткая характеристика темы или предмета из 5 строк. Ребята, она составляется по определенным правилам. Сейчас мы с вами, ребята, будем работать по приему синквейн. Посмотрите, вот у нас на доске стоит синквейн про лису. Первое у нас состоит кто? Пишем одно слово. Кто? Лиса. Второе. Пишем два прилагательных. Какая лиса? Рыжая. Умная. Молодцы. Третье. Пишем 3 глагола. Что делаем? Ищем. Ловим. Обманываем. Четвертое. Отношение к герою. Вам нравится лиса или нет?
раздаю вам, ребятки, вот такие карточки. Вы внимательно прочитайте. Вот у вас кто нарисован? Дед. Вы будете сейчас писать симфонию про дедушку. У вас кто? Кто это? Жучка. А у вас кто? Посмотрите на картинку. Внучка. Сейчас мы будем работать по этому приему. Ага, добрая. Доброта это в конце. Вот сюда. Хорошо, молодец, правильно. Остальные пусть лежат вот здесь, остальные не трогайте. Лишние пусть лежат, лишние пусть лежат. Сядь правильно. Так, что здесь делают ребята? Так, ребятки, закончили все свою работу? Так, хорошо. Так, с первой группы идем к доске, бегом. Говорим громко. Возьми ручку. Так, давай. Кто дед? Какой умный, старый? Что делает? Ухаживает. Тянет репку, сажает. Хорошо. Отношение к герою нравится. Главная черта характера. Трудолюбивые. Трудолюбие, да? Значит, дедушка какой? Трудолюбивый. Ребята, правильно ответила? Да. Давайте пойдем пальчики. Хорошо. Садись. Со второй группы идет. Так, идем Ахабат. Кто жучка? Какая белая, маленькая? Что делает? Охраняет, кусает, лает. Отношение к герою не нравится. Жучка. Главная черта характера героя – верность. Молодец, очень хорошо. Ребята, правильно мы Кто внучка? Какая добрая, красивая. Что делает? Помогает, слушает, учится. Отношение к герою мне нравится. Главная черта характера – доброта. Очень хорошо. Ребят, давайте. Так, хорошо, молодцы, ребята. Так. Все желтого цвета у нас. Так, ребята, все себе показываем свои выполненные работы. Ну-ка, поднимите. Даша, поднимаем все свои работы, которые мы сделали. Ну-ка, поднимите, ребятки, все. Не видно твоего. Даш, подними. Так, молодцы, хорошо. Сказка 5 звуков, звуков 5. 2 слова. Молодец, хорошо. Так, ну-ка, Сайма прочитает. Бабка 5 звуков, 5 звуков. Молодец. Илив? Мышка 5 звуков, 5 звуков. Хорошо, дед у кого? Ну-ка, Даша, прочитай, дед. Дед 5 букв, 3 буквы, 3 звука. Так, ну-ка, имени. Мышка 5 букв, 5 звуков. Хорошо, молодцы, ребята.
ребята. Давайте похлопаем себе все вместе. Все. Теперь, ребятки, все, положите на край стола. Сейчас вот у вас репки. Ребятки, давайте теперь мы с вами подведем итог урока. Что мы сегодня узнали на уроке? Кто мне скажет, что такое фольклор? Фольклор Так, Улья. Фольклор – это произведение устного народного творчества, передаваемое из поколения в поколение. Очень хорошо. Что такое фольклор, ну-ка, Ирина? Фольклор – это устного народного творчества. Произведение. Хорошо. Что такое фольклор? Фольклор – это произведение устного народного творчества. Хорошо. Ребята, а что относится к фольклору? Даш? К фольклору относятся скороговорки, сказки, читалки, Хорошо. былицы. Очень хорошо. Так, Жу, что относится к фольклору? Загадки, танцовицы, мифы, Очень хорошо. Так, вот здесь что относится к фольклору? сказки, читалки, Ха- сказки, Так, хорошо. И что относится к фольклору? сказки, колокольки. Хорошо, молодец. Руслан, что относится? Красиво рисунок. Пословицы, да? Так, хорошо. Ясмин, что относится к фольклору? Загадки, пословицы, читалки. Умница, что относится к фольклору? Фольклор, что относится? Сказки, Загадки. Хорошо, ребятки, молодцы. Ребятки, у вас у всех на столах лежат репки, да? Сегодняшний урок вам понравился? Да! Вы узнали, что такое фольклор? Да! Если, ребятки, вы узнали, что такое фольклор, это, если вам эта тема понятна, сейчас каждый возьмет свою репку и положит его в зеленый вагончик. А если немножко непонятно, то положите в желтый вагончик. Так, давайте, встаем. Так, только не бегаем. Так, все, кто положил, садимся, ребятки, все. Кто положил, садимся. На этом наш урок, ребята, закончился. Всем вам спасибо.